Алло. Алло, ты смотрел новый выпуск плюс 100-500? Нет, я считаю, что This is хорошо намного лучше. Ну, блин, кто там еще? Плюс 100-500 лучше! Ну тогда давай сравним их. И правда, что же все-таки лучше? This is хорошо или плюс 100-500? Ну, начнем с того, что оба шоу являются русскими аналогами шоу Рэя Уильяма Джонсона. Ну, шоу Рэя Уильяма Джонсона мы не берем, так как оно англоязычное. Первый выпуск плюс 100-500 вышел 29 августа 2010 года, что на 2 месяца опережает This is хорошо, которое вышло 16 октября того же года. Оба шоу показывались по телевидению, но This is хорошо транслировалось в рамках шоу «Первый класс с Иваном Охлобыстиным», а плюс 100-500 имела свою собственную программу на канале Перец. На сегодняшний день на канале This is хорошо находится 239 выпусков, что на каких-то 100 выпусков больше, чем на канале плюс 100-500, на котором 146 выпусков. Но на канале плюс 100-500 все равно подписчиков больше, где-то на 500 000. Большую разницу играет цензура. This is хорошо, она какая-никакая, но есть. Но ее нет в плюс 100-500. А мне кажется, приятнее смотреть на шоу с цензурой, чем на шоу с матом. Да и на Стаса Давыдова приятнее смотреть, чем на Макса. Важную роль играет популярность, ведь с популярностью приходят и люди, которые будут делать пародии. И на плюс 100-500 этих пародий тьма. И в основном эти пародии делают школьники, которые не умеют делать нормально. И мне кажется, это минус. А на This is хорошо пародий почти что нет. И это делает большой плюс. Плюс 100-500 было удостоено меньших наград, чем This is хорошо. В плюс 100-500 очень часто появляются разные теле- и интернет-личности. А This is хорошо их нет. И все же критики восприняли шоу This is хорошо намного лучше, чем плюс 100-500. Хотя и в сторону This is хорошо очень часто летят негативные комментарии. И таким образом сегодня побеждает шоу This is хорошо. А на этом все. С вами был я, Романов Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и пусть у вас будет добро. Всем пока!